Главная цель это была, конечно, создание базы данных. То есть мы знаем, что крымских караимов крайне малое количество, в мире не более 2000, в Крыму, по данным последней переписи, 535 человек. И, конечно, с каждым годом становится все меньше. Мы исследовали 103 образца биологических, взятых от жителей Крыма, и выяснили, что крымские караимы по своему происхождению, крымские татары, имеют одинаковые генетические корни. То есть у них одни и те же ошибки в геноме, которые называются гаплогруппы. И что самое интересное, мы даже можем сказать, откуда они пришли. Это Передняя Азия, Иран. Вот когда уже проводили сравнение расшифрованных ДНК, обнаружились родственники, о родственных связях они своих не знали. То есть это был тоже очень интересный момент такой. И обнаружились действительно самыми ближайшими из исследованных получились крымские татары, горная этнографическая группа. То, о чем, в принципе, мы и знали, и догадывались, но вот теперь это еще и подтвердилось генетическими исследованиями. И интересно, что это совпадает с исследованиями, которые проводили раньше. Это лишнее подтверждение на научной, серьезной основе, доказывающее, что действительно крымские караимы, как и крымские татары, это коренные жители Крыма, это тюркский народ. Это народ, который кроме Крыма своей родины не имеет. Да, действительно, это так.